Телеканал «Якутия-24» вещает в прямом эфире. Это программа «Итоги дня». В студии Влад Давыдов и Анастасия Кобызева. Здравствуйте, смотрите в программе. Беречь природу – приоритет. Как организовать регулярный контроль за работой промышленных компаний в Якутии? Вопрос обсуждают в Якутске на семинаре для экологов-общественников. Субсидии и жилищные сертификаты в помощь. Сколько семей за прошлый год благодаря господдержке переехали в новые квартиры и дома по всей республике. 1 на 1 против холода и природы. Итальянец-экстремал Паоло Вентурини готовится в Якутии к марафону на полюсе холода. Зачем ему это и как он готовится сейчас к забегу? Настрой на победу. Сборная Якутии по шорт-треку готовится к первым зимним международным спортивным играм «Дети Азии». Старт через месяц. Коротко о главном. Обзор наиболее заметных событий и новостей Ленского района. В Госдуме открыли весеннюю сессию. Спикер Вячеслав Володин сообщил, что в законотворческом портфеле депутатов в настоящее время 1164 законопроекта. Глава парламента подчеркнул, что этот год станет особым для страны. Год начала реализации национальных проектов. Среди приоритетных задач Володин назвал снижение уровня бедности в 2 раза, повышение уровня жизни, улучшение жилищных условий, ускорение технологического процесса. Приоритетными законопроектами председатель парламента назвал пакет законопроектов о цифровой экономике, о доступе родственников в реанимацию, о мониторинге пожарной безопасности объектов с массовым пребыванием людей. Сотрудничать в научной сфере нужно со всеми, кто хочет работать с Россией. Ограничений в этом нет, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Российской академии наук Александром Сергеевым. Работу надо построить на равноправной основе, подчеркнул президент. Путин и Сергеев обсудили вопросы развития науки и научного сообщества, перспективные направления деятельности Российской академии. Глава РАН в ходе встречи напомнил Путину о просьбе по финансированию международных академических обменов. Пенсионный фонд России напомнил о минимальных требованиях, которые нужно соблюсти для назначения пенсии в 2019 году. Речь идет о стаже и пенсионных баллах. В минувшем году право на пенсию дают 10 лет стажа и 16,2 пенсионных балла, а возраст, с которого человек может начать получать пенсию, в этом году начнет повышаться. Переход к новым параметрам будет постепенным. В этом году возраст увеличится на 1 год как для мужчин, так и для женщин. Реальное повышение при этом составит полгода благодаря специальной льготе, позволяющей назначить пенсию на 6 месяцев раньше. Воспользоваться ею смогут все, кто по старым правилам должен был выйти на пенсию в наступившем году. Председатель правительства Якутии Владимир Солодов подвел итоги 2018 года по строительству дорог в Якутии. В своем инстаграм премьер разместил видео и написал следующее. 50 километров новых региональных дорог. Такие результаты показали республиканские дорожники в прошлом году. Завершено строительство региональной автодороги Амга до поселка Усть-Мая, 34 километра. Достроены участки дорог Кобяй, 10 километров, и Абалах, 6 километров. Также в 2018 году мы ввели 30 километров дороги федерального значения Вилюй и отремонтировали 132 километра автотрассы Лена, написал премьер-министр Солодов. Власти России выделят 147 миллионов рублей на покупку квартир жителям разрушенного дома в Магнитогорске. Премьер-министр страны Дмитрий Медведев заявил, что размер помощи каждой конкретной семье будет зависеть от площади утраченного жилья. Об этом он сообщил на совещании по ликвидации последствий взрыва газа в доме. Цитата: «Теперь нужна планомерная помощь тем, кто остался без крыши над головой. Это прежде всего жители 2 подъездов, 7 и 8. Это 101 семья. Им будет оказана финансовая помощь для обеспечения жильем», сказал председатель правительства. Он поручил вице-премьеру Виталию Мутко проконтролировать быстрое доведение денег в регион.
К слову, спасатели МЧС Петр Гриценко и Анатолий Чумичев навестили Ваню Фокина, 10-месячного ребенка, спасенного из-под обломков обрушения жилого дома в Магнитогорске. Ребенок находится в больнице в Москве. Спасатели принесли малышу игрушку для собак, одетую в форму МЧС. Напомним, на прошлой неделе целый участок 10-этажного башенного блока в Магнитогорске обрушился, в результате чего десятки людей оказались в ловушке под обломками. 10-месячный ребенок более 35 часов пролежал на морозе, прежде чем его спасли. Сейчас жизнь малыша вне опасности. В Московском центре детской хирургии и травматологии делают все возможное, чтобы ребенок как можно скорее вернулся домой. Мы же все переживаем за детей, за людей вообще, во всем мире переживаем. А тем более, если в такой ситуации оказался ребенок, и как мы смогли ему чем-то помочь. Конечно, нельзя быть нетронутым, когда ты видишь Ванечку, которого мы достали из завала, который уже был столько времени провел, был практически без сил, и теперь лежит, смотреть, как мама его кормит, он уже возмущается, лежит, что его столько держит, да, и там ручками двигает, и что, в принципе, идет на поправку. За весь прошлый год с помощью государственной поддержки в новые квартиры и дома по всей республике переехали 1426 семей. Все они получили субсидии и жилищные сертификаты. Таким образом, жилищные условия улучшили молодые семьи, жители аварийных домов, дети-сироты, жители сельских территорий и другие категории граждан. Сюжет с Аргаланой Федоровой. Молодая многодетная семья Крутихиных 5 лет искала жилье. В прошлом году, наконец, справила новоселье. Квартиру приобрели по программе обеспечения жильем молодых семей. Им выдали сертификат, который покрыл 1/3 часть от стоимости приобретаемой квартиры. У нас 5 в семье, 3 детей, мы с женой. В программе стоим с 2012 года. Вот в 2018 до нас дошла очередь, так как у нас родился 3-й ребенок, мы, получается, по льготной очереди прошли. Мы благодарны, конечно, этой программе. Без нее бы, трудно было бы многодетную семью накопить. В этом году стартует новая программа расселения аварийных домов объемом 920 тысяч квадратных метров. За первый год программы 790 семей смогут переехать из аварийного жилья в новые благоустроенные квартиры. За 6 лет планируется переселение более 60 тысяч человек. Основной объем аварийного жилья у нас находится в южной части нашей Якутии. Это Алдан, 180 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Нерюнгри, 90 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Ну и в Лекминске тоже 40 тысяч квадратных метров. В текущем году продолжится жилищная программа для многодетных семей, имеющих 5 и более детей. Параллельно ведется работа по обеспечению земельных участков многодетных семей электричеством и дорогами. Для этих целей на 1000 земельных участков предусмотрено 400 миллионов рублей. Республика не останется в стороне и от судеб обманутых дольщиков. 175 гражданам из республиканского бюджета выплатят 150 миллионов рублей. Саргалана Федорова, Илья Сареметников, Семен Семенов, Якутск. Назначены заместители руководителей Минтруда и Минздрава Якутии. Об этом глава республики Айсен Николаев сообщил в своем твиттер-аккаунте. Таким образом, заместителем министра здравоохранения республики назначена Марина Максимова, а заместителем министра труда и социального развития республики назначена Альбина Трубина. Сейчас короткая пауза, буквально 30 секунд. Оставайтесь с нами и смотрите во второй части программы «Итоги дня». Беречь природу – приоритет. Как организовать регулярный контроль за работой промышленных компаний в Якутии – вопрос обсуждают в Якутске на семинаре для экологов-общественников. 1 на 1 против холода и природы итальянец-экстремал Паоло Вентурини готовится в Якутии к марафону на полюсе холода. Зачем ему это и как он готовится к забегу? Настрой на победу. Сборная Якутии по шорт-треку готовится к первым зимним международным спортивным играм «Дети Азии». Старт через месяц. Коротко о главном. Обзор наиболее заметных событий и новостей Ленского района. Мы продолжаем прямой эфир. Это итоги дня. В студии Анастасия Кобызева и Влад Давыдов.
Переправа Кангаласы-Сотинцы допущена к эксплуатации для транспорта весом до 20 тонн. Также допущено повышение грузоподъемности на 7 ледовых переправах федерального и муниципального значений. Всего на территории республики эксплуатируются 39 ледовых переправ. За несанкционированный выезд на лед предусмотрен штраф. Для граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц от 20 до 50 тысяч, для юридических лиц от 100 тысяч до 1 000 000 рублей. МЧС Якутии находится в режиме повышенной готовности к реагированию на пожары и другие возможные происшествия на территории республики. По данным с начала текущего года по Якутии зарегистрировано 52 пожара, из которых 32 произошли в жилом секторе. На проведение аварийно-спасательных работ силы и средства ведомства привлекались 3 раза. В первую неделю Нового года на территории Якутии погибли 3 человека, 1 получил травму в результате воздействия опасных факторов пожара. Подразделениями МЧС эвакуировано 37 человек. Главное управление МЧС по республике призывает всех и каждого соблюдать требования пожарной безопасности, быть осторожными в быту. Причину взрыва магистрального газопровода в Намском районе выясняют сотрудники Института физико-технических проблем Севера. Напомним, происшествие случилось 22 декабря возле села Тастах в Намском Улусе. Накануне фрагменты разрушенной трубы доставили в экспериментальный цех института, провели отбор определенных участков для механических испытаний, структурного спектрального анализа, определения марки стали. По итогам фактографических структурных исследований определят очаг разрушения и установят причину взрыва. Пока полагают, что основной фактор аварии – это естественный износ трубы. Расследование по аварийной ситуации продлится до 18 января. Вот здесь представлено в этом помещении, в комнате, именно зал механических испытаний. Здесь будут проведены испытания на статическое растяжение металла, основного металла. Будут определены прочностные его свойства. Организована совместная комиссия во главе Ленским управлением Ростехнадзора. То есть под контроль они взяли. Также у нас сформирована экспертная организация, куда вошли независимые эксперты. Как в Якутии организовать регулярный контроль за деятельностью промышленных компаний и заставить предприятия соблюдать экологическое законодательство? И как грамотно и вовремя фиксировать возможные нарушения? Эти и другие актуальные вопросы обсуждают в Якутске в рамках 3-дневного семинара для экологов-общественников. Тему продолжит Александр Зубехин. На Чульманке порыбачить приехали. Тут. Такое рыбаки поселка увидели воду из-под ледяного покрова горной реки Чульман Нерюнгринского района. Зафиксировали на видеозапись и распространили в сети интернет. Благодаря этому общество и государственные органы узнали о возможном загрязнении. Теперь, по данным сведениям, инспекторы-экологи проводят проверку. Проводятся рейдовые мероприятия, в ходе которых будут обследованы акватории рек Чульман, Дежневка, Верхняя Нерюнгринка. Будут отобраны пробы природных сред, в частности воды. По результатам экологической экспертизы будет принято процессуальное решение. Подобные экологические бедствия происходят не впервые. Техногенные аварии при добыче золота, алмазов и разлива нефтепродуктов в Якутии во многих случаях были выявлены именно с помощью бдительных граждан. Поэтому было решено развить сеть общественного экологического мониторинга. В рамках проекта сейчас в Якутске проходит 3-дневный семинар для экологов-общественников. Мы проводим семинары для представителей общественных организаций, для общественных инспекторов, на которых они получат все те умения и знания и те формы и методы работы, которые общественник может применять в ведении общественного экологического контроля. Они – простые граждане, которые живут в разных уголках Якутии. Поэтому общественные инспектора смогут вовремя выявлять нарушения, которые происходят при промышленном освоении территорий. Однако мало обнаружить загрязнение. Нарушения нужно еще правильно зафиксировать и изъять пробы. Как житель Якутии ни разу не брала пробы, и я поэтому решила сегодня прийти и узнать, как это взять пробы, и потом, чтобы наказывать загрязнителей, вредителей, знать свои права. В реке, если воду пробу взять, поверхностная вода и донное отложение. 1 килограмм почвы, оказывается, надо взять.
Как правильно изъять пробы из водоемов, общественный эколог Дмитрий уже усвоил на отлично. Определение загрязнения воды. Берем тару объемом не менее 3 литров, чистую, погружаем ее в воду, ждем, пока выйдет весь воздух, внутри воды же закрываем эту тару и несем в лабораторию на экспертизу. Проведение подобных семинаров планируется и в Улусах Якутии. Повышение знаний общественников по методике проведения мониторинговых исследований даст толчок к созданию реальной сети общественного экологического мониторинга, которая покроет всю территорию республики. Александр Зубехин, Семен Семенов, Владимир Павлов, Якутск. 160 спортсменов из 8 стран мира приедут в Якутск на Кубок мира по вольной борьбе. Об этом сообщили на первом заседании Организационного комитета соревнований. Обсудили вопросы размещения и питания спортсменов и гостей, косметический ремонт Центра спортивной подготовки «Триумф», обеспечение безопасности, санитарное состояние столицы республики и привлечение зрителей. Добавим, что Кубок мира по вольной борьбе среди мужчин в России не проводили 8 лет. И впервые такой большой турнир пройдет в Якутске. Дата с 15 по 17 марта. 15-19 января к нам прибывает рабочая группа Федерации спортивной борьбы России и Объединенного мира борьбы. Если мы проведем основной момент по рекламе, по брендбуку и по техническим заданиям, которые мы должны провести для организованного проведения Кубка мира. Это и логистика, это автотранспортное обеспечение, это и размещение соревновательной части, это вопросы размещения, питания и вопросы работы с прессой. Сборная Якутии по шорт-треку готовится к первым зимним международным спортивным играм «Дети Азии». Они пройдут в Южно-Сахалинске в феврале. Из кого состоит наша сборная и как спортсмены готовятся к важному старту за месяц до начала? Репортаж нашего корреспондента Юрия Осипова. Месяц до первых зимних игр «Дети Азии», и спортсмены готовятся с удвоенной силой. Арине 15, и она уже опытная спортсменка. Шорт-треком занимается больше 4 лет. Начинала просто из интереса, но полюбила этот вид спорта. Юная спортсменка – победительница дальневосточного первенства. Шорт-трек довольно опасный спорт. Все возможно, падение, столкновение с кем-то. Очень интересный эмоциональный спорт. Постараемся достичь каких-то очень хороших результатов, опыт получить от данных соревнований, улучшить свой результат. Стас менее опытен, пришел чуть больше года назад, но, по словам тренера, отличается недюжинным талантом. Лед привлекал его с детства, планировал стать хоккеистом, но передумал и выбрал шорт-трек. Подготовка идет полным ходом, мы тренируем большие, малые и средние дистанции. Готовимся морально и физически. Все происходит быстро, надо реагировать и не сдаваться. Перед соревнованиями спортсмены прошли несколько этапов сборов. В августе в подмосковном Клину ребята занимались под руководством Виктора Григорьева, который является тренером олимпийского чемпиона по шорт-треку Владимира Григорьева. Весной тоже у нас здесь провели сборы сами. И вот соревнования, этапы у нас закончились вот до Нового года. У нас 2 этапа были. Так, в младшем возрасте и вот в среднем возрасте. И там выступили нормально. Суть шорт-трека в максимально быстром прохождении трассы. Это довольно опасный вид спорта, а потому имеет жесткие правила. Шорт-трек – скоростной вид спорта. Даже на тренировке ребята развивают скорость до 30 км в час. Большего не позволяет техника безопасности. Но на соревнованиях, где юные спортсмены выкладываются в полной мере, их скорость достигает около 50 км в час. В команду Якутии вошли 10 человек, 5 мальчиков и 5 девочек. В нее вошли ребята из Якутска и Мирного. Для Якутии шорт-трек относительно новый вид спорта. Но юные спортсмены подают большие надежды и настроены только на победу. Юрий Осипов, Семен Семенов, Якутск. Итальянец Паоло Винтурини готовится в Якутии к марафону на полюсе холода. Забег по маршруту Аймекон-Тамтор длиной в 47 километров он запланировал 17 января.
Этот иностранец, начальник полиции, 50-летний бегун-экстремал, планирует доказать, что нет ничего невозможного. Как он сейчас готовится к экстремальному забегу, расскажет Ольга Башук. Паоло Вентурини начал заниматься бегом в 7 лет. Всегда относился к этому спорту серьезно, а сейчас считает, что это далеко не хобби, это стиль жизни. Паоло работает начальником полиции на севере Италии, но это не мешает ему посвятить спорту все свое свободное время. С 2004 года спортсмен регулярно участвует в ультрамарафонах. География забегов охватывает почти все части света – Африка, Америка, Австралия, Европа. Экстремальные условия пустынь, джунгли и даже вулкан. Паоло ничего не остановит на своем пути, даже якутские морозы. В прошлом году у меня был забег в Иране, в самом жарком месте планеты, в пустыне Даштелут. Я пробежал 75 километров при температуре плюс 65 градусов выше нуля. После этого рекорда я решил, что хочу испытать другую сторону, пробежать в самом холодном месте. Я выбрал Аймикон, Якутию. Спортсмен основательно подходит к ежедневным тренировкам. Помимо бега он использует горный велосипед, чтобы усилить те группы мышц, которые не задействованы при беге. К забегу Паоло начал готовиться еще в Италии. Для того, чтобы понять реакцию моего организма на экстремально холодную температуру, я плавал в нашем итальянском море, где температура в данное время года составляла 2 градуса ниже нуля. В воде нужно находиться по 20-30 минут, чтобы тело адаптировалось к холодной температуре. Также для тренировок использовалась большая морозильная камера, где обычно хранят рыбу перед тем, как ее съесть. Это некоторые техники тренировок. Рецепт успеха спортсмена – итальянская еда. Несмотря на большое расстояние, итальянец привез с собой пасту, спагетти и даже сыр. Я ем абсолютно разную пищу. Мне это разрешено, потому что я бегаю каждый день по много километров. Но в этот раз у меня припасена специальная итальянская еда. Самый известный продукт в мире и в этом случае самый подходящий для этой температуры. Это сыр пармиджано, реджано. В этом сыре есть минеральные соли, протеин и много калорий. И абсолютно никаких проблем с температурным режимом. Этот сыр употребляют только после 2 или 3 лет выдержки. Он не подвергается воздействию мороза, так как влага в нем практически отсутствует. В забеге спортсмен собирается испробовать высокотехнологичную одежду, разработанную итальянскими учеными. Несмотря на то, что было проведено множество опытов в лабораториях, на деле экипировка будет испробована впервые. Конечно, у меня есть специальная экипировка. К примеру, специальные носки на электронных батареях, чтобы поддерживать тепло. Это совершенно новая технология, и я очень надеюсь, что ее можно применить в Якутии, как для спортсменов, так и для простых жителей в обычной жизни. Марафонец прилетел в Якутск со своей супругой Виртес. Он считает, что жена, как никто другой, знает проблемы спортсмена и реакцию его организма. Вместе они находятся 24 часа в сутки. Я немного переживаю, потому что в нашей жизни это новое испытание. Пока что сложно представить, что будет на самом деле и насколько экстремальный мороз нас ждет. Хочется верить, что для Паоло при такой температуре будет проще восстановиться, чем в пустыне Ирана. Через несколько дней в Аймикон приедет группа поддержки спортсмена. Это врач из Падуанского университета и 2 оператора, которые будут снимать 50-минутный документальный фильм, съемки которого начались еще год назад. Фильм вообще о Якутии. Это моя история, история моей подготовки к этому испытанию. У нас были съемки летом прошлого года, поэтому мы покажем и другую сторону Якутии. Не только мороз, но и солнце, а также якутскую культуру. Этот документальный фильм покажет настоящую Якутию. После забега Паоло со своей командой снова вернутся в Якутск, чтобы провести завершающие съемки и еще лучше познакомиться с духом северного народа. Ольга Башук, Илья Сыромятников, Якутск. У нас на этом пока все. Сейчас обзор наиболее заметных событий и новостей Ленского района. Слово коллеге Светлане Балеевой. Добрый вечер, Республика. 3 дня в Ленске проходил открытый турнир по хоккею среди мужских и детских команд. На мероприятие приехали гости из города Мирного и поселка Пеледуй. После 2-дневной борьбы в финал турнира вышли взрослые команды Ленска и Мирного и детская пеледуйская команда. С первой же игры пеледуйские хоккеисты начали одерживать победу. Удача им сопутствовала на протяжении всего турнира. Ребята практически не оставили ленским хоккеистам шансов на победу. Уже не дала спуска своим соперникам взрослая команда Северного легиона. В финале легионеры обыграли соперников
соперников со счетом 8-1. Мирнинские хоккеисты признаются, что игра была сложной. Ленская команда оказалась сильным соперником. Команда Ленская усиливается от года, становится сильнее. Ну, у нас команда приехала, это не сборный город, это клуб любителей хоккея. У нас тут и более возрастные в составе ребята, и молодежь вместе. Команда Ленская очень хорошая командочка. Мы не первый раз встречаемся, но такой результат, можно сказать, что впервые. Молодцы, здорово отыграли. О переходе на цифровое вещание на всей территории Российской Федерации с 1 января 2019 года разговоры идут давно. При переходе на цифровую трансляцию зритель получит мультиплекс, который будет вмещать в себя порядка 10 популярных каналов. Ранее только платные пакеты предлагали определенное количество самых популярных российских телеканалов. Как ранее сообщалось, аналоговое телевидение в Ленске планировалось отключить сразу после 12 часов ночи 31 декабря прошлого года. Но это решение было отменено. Теперь оно будет происходить поэтапно, уже с сегодняшнего дня. Поступает много звонков о том, что будет отключение аналогового телевидения с 1 января. С 1 января отключения аналогового телевидения на территории республики не будет. Оно произойдет 3 июня. Республиканские все программы сохранятся в течение всего года в аналоговом режиме. Поэтому особого беспокойства сегодня, я думаю, что не должно быть. И спокойно необходимо приобретать специальные приставки, которые позволят населению нашей республики в дальнейшем смотреть уже качественное цифровое телевидение. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Я с вами прощаюсь. До новых встреч.